XVII века, во времена царствования Людовика XIII, молодой и небогатый французский дворянин по имени Д'Артаньян приехал в Париж, чтобы просить плащ мушкетера у генерала де Тревиля. Однако никого не зачисляли в мушкетеры, пока не испытать в нескольких сражениях, претендент не совершит каких-нибудь блестящих подвигов или не прослужит 2 года в другом полку. Капитан королевских мушкетеров обещал помочь юному гасконцу и написал письмо начальнику Королевской академии. Когда Д'Артаньян выходил от господина де Тревиля, он столкнулся с 3 мушкетерами – Атосом, Портосом и Арамисом. С каждым из них у него вышла случайная ссора, поэтому были назначены 3 дуэли. Господин Арамис. Позвольте мне служить, сидите в песке. Вот как час дня, сударь. Долго ли вы стоите, господина? Только 2 часа, сударь. Я дал только вашего слова. Гордитесь, кардинал, шпаги нужны, господа. Шпаги нужны. Эй, вы, мушкетеры, тоже так собирались, даже все не положите шпаги нужны, все не нами. Если вы не посидите, мы вас арестуем. Вот на меня нет мушкетера. Что я мушкетер? Как ваше имя, храбрый юноша? Д'Артаньян, сударь. Итак, Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Вперед! Один за всех! И все за одного! Ура! Его Величество король Людовик XIII оценил смелость, преданность юного гасконца и позаботился о его судьбе. Зная, что у капитана мушкетеров нет свободной вакансии в полку, и помня о решении не принимать в полк без испытания, король распорядился поместить Д'Артаньяна в гвардейскую роту господина Дезессара. Д'Артаньян же приобрел хороших друзей – Атоса, Портоса и Арамиса. Кроме того, он познакомился с очень милой девушкой по имени Констанция, которая была доверенным лицом у красавицы королевы Анны. Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, давно безответно влюбился в Анну и, рискуя жизнью, тайно проник в апартаменты прекрасной королевы. Вам известно, почему я с вами очень одного? Мы не можем Продолжайте, сударь. Продолжайте. Милок, не забывайте, я никогда не говорила, что можно. Герцог, прошу, ради всего святого, оставьте меня идти. Да. Подождите, прошу. Вездесущий Ришье узнал о тайне королевы и отправил в Лондон конца с письмом для Велиги. Вот что кардинал написал своему верному шпиону. Едете на первом углу, на котором появится герцог Бекингем. На его конторе вы увидите 12 алмазных подвесков. Прибейся с ними и отрежьте 2 из них. Сообщите мне в тот час, как только подвеска будет в ваших руках. Прошла неделя. На 8-й день после описанных событий кардинал получил письмо от Миледи. Я достаточно не могу выехать из Лондона, потому что у меня не хватит денег. Вышлите мне 500 рублей. Ришелье, великий мастер интриг, сообщил королю, что герцог Бекингем провел 5 дней в Париже. Кардинал рассчитывал на гнев Людовика XIII и не ошибся. Король заподозрил Анну в заговоре против его власти, чести, поэтому счел необходимым, чтобы королева появилась на балу в ратуше, парадном платье и непременно с алмазными подвесками, которые он преподнес ей ко дню рождения. Я погибла. Кардинал знает все. Это он отправил меня короля. Добрый пока еще ничего не знает, но скоро узнает. Я погибла. Боже мой, боже мой. Не могу верить, что вы Вы меня окружаете фантазией. Я довериться вам. Кому можно довериться?
Констанция поначалу надеялась на то, что доброе и святое дело для королевы совершит ее муж. Но господин Бонасье оказался трусливым и тупым. Только Д'Артаньяну, смелому, находчивому и преданному человеку могла доверить Констанция такое ответственное и опасное дело. Но один в поле не воин. Кто поможет Д'Артаньяну? Доверится ли господину де Тревилю или только спросит у него свободы действий для одного секретного дела? Господин де Тревиль всегда вел себя по отношению к Д'Артаньяну с таким благородством, был так глубоко предан королю и королеве и ненавидел кардинала, что молодой гасконец решил рассказать ему все. Вы просили меня принять вас, мои молодые друзья. Да, суд. В таком случае говорите, я слушаю вас. Дело нет имения, не более чести. Может быть, даже о жизни королевы. Это тайна ваша? Нет, это тайна королевы. Почему же вы не собираетесь? Я не могу сделать вашей помощи. Нет, мне строго велено объявить. Отпуск на 2 недели. Я отправляюсь. Да, вы правы. Я буду всплывать Портосом и Арамисом. Мы всегда исследовали измену порядок игры. Неужели ты не веришь? Итак, мы отправляемся в Лондон. Тысячи людей, что вы будете делать в Лондоне? Этого я не могу вам сказать. Вам придется довериться. Д'Артаньян, я готов идти за тобой. Я тоже. И я тоже. Тогда вперед! Наш девиз один за всех. Все за одно! Д'Артаньян и его друзья справились с ответственным делом, и счастливое возвращение юноши из Лондона имело прямую связь с торжеством королевы, радостью короля и унижением его высокопреосвященства. Однако кардинал не такой человек, чтобы забыть о злой шутке, не сведя счетов с шутником юным гасконцем. Д'Артаньяну друзья посоветовали быть начеку, тем более, что он изобличил Миледи, победил эту непобедимую силу, узнал ее тайну, страшную тайну, которая никому не была известна. Миледи заклеймена, на ее плече цветком лилии. Разъяренная женщина, раненая пантера, пообещала, что Д'Артаньян и Констанция умрут. Но ни пули убийц, ни отравленное вино, ни охранный лист, подписанный кардиналом, ничто не могло сразить храброго юношу, потому что у Д'Артаньяна есть ангелы-хранители, его верные друзья. Париж только и говорил о паре, которые старшины организовали в честь короля и королевы. Dancing bears, painted wings, beams I almost remember, and
и смятение, воцарившееся в зале после разговора их величеств. Пока королева отсутствовала, к королю подошел кардинал и показал ему 2 алмазных подрезка, привезенных из Лондона Миледи. Также Ришелье выразил сомнение в том, что Анна наденет подвески, а если им наденет, то не 12, а 10. Королева появилась с подвесками, сияющим на левом ее плече. Это значит, теперь я готов преподнести подвески величеству, но не звезды. Тем более обязательно вашему высокопреосвященству, что эти 2 подвеска стоят его величества, как все 12. Наконец-то я нашла вас, милая моя красавица, дорогая моя подруга. Как я счастлива увидеть вас. Дайте мне на вас заглядеться. Я не могу вам поверить. Д'Артаньян и его друзья оставили возможно, я ошибаюсь, Д'Артаньян и его друзья в любом случае, вы понимаете, это только вопрос времени, своего рода состязание, кто приедет первым. Если ваши друзья, вы спасены, а если неспешный кардинал, вы погибнете. Я приеду, и наши друзья, и наши враги. Смотрите, кардинал жив. Оставить вас здесь. Это что? Видите, это вино придаст вам силы, видите? Снова встретились? Она тоже. Братья, скажите, где ставим? Кто налил вино? Констанция! Констанция! Гасконь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть колол, но разве ненавидел? Я понял смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва и сам себе не верю. Стою среди друзей я как в пустыне. И что мне от любви осталось ныне? Только имя. Была любовь, и было все иначе.